Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 6 января 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джахару. Стрим наш сегодняшний снова вещается на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, не пишите комментариев, не ставьте лайки, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим, так как это для вас небезопасно. Все остальные, конечно же, вы знаете, что делать. Итак, я хочу начать, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1550 бандитов, 14 уничтожено танков, 45 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 анти-аэркрафт системы, 178 БПЛА, 116 автомобильной техники и цистерны, 4 спецтехники. Ну что можно на это сказать? Слава Украине! Слава ЗСУ! Так, сейчас я чуть-чуть прибавлю тут и яркости, чтобы я лучше видел вас и себя. То, что вы пишете, и себя. Вот такие вот потери у оккупантов. Друзья. Также сообщается, что украинская бронетехника приближается к российскому городу Бердину, и Украина начала контрнаступательные действия. Не знаю, насколько все это серьезно, насколько все это далеко зайдет, но, по всей видимости, русские говорят о том, что возможно будет захват атомной электростанции, либо города Курска. Будем наблюдать. Желаем, конечно же, удачи украинским воинам. Желаем им удачи и победы. Вот такие вот были дела. Я бы хотел перед началом нашего стрима зачитать статью, написанную Фредериком Старом. Это известный эксперт, который очень глубоко изучал в том числе вопросы Кавказа. Алейкум алейкум, машой, эмин дейрейсхоль. Итак, Фредерик Стар. Неужели нет никакого пути урегулирования 9-летней чеченской кровавой войны? Опубликовано на официальном сайте Чеченской Республики Ичкерия chechen-gaumen.com. О предательстве Чечении, секретные мероприятия с русскими в Швейцарии и Лихтенштейне в 2001-2002 году. С фото участников встречи. Фредерик Стар. Президент Владимир Путин заявляет, что единственный возможный вариант это то, что он сделал в России путем навязывания марионеточного правительства сепаратистской республики посредством сфабрикованных выборов. Почему? Все остальные политические силы в Чечне состоят из террористов, в кавычках, которые не принимают никаких мер урегулирования, за исключением полного отделения России и государства, основанного на фундаменталистском исламе. Поэтому, делая вывод, Путин, говорить не с кем и базиса для компромисса нет.
И Путин также хотел бы заставить нас задуматься о том, что все благомыслящие российские политические деятели разделяют эту точку зрения. Вооруженный он готов упорно продолжать жестокую войну, которая приведет к этой войне около 200 тысяч человек, чеченцев, четверть их населения, и всего за одну неделю положили жизнь 500 россиян. Все эти путинские заявления ложь. Здесь, я так полагаю, переведено с английского и немножко будет не по-русски звучать, если что, имейте в виду. Я знаю это, потому что я часто участвовал в секретных переговорах между депутатами Российской Думы, в частности, единственного правительства мрачной истории Чечни, избранного в ходе более или менее честных выборов того, которого возглавлял Аслан Масхадов в 1997-1999 годах. При поддержке Американского комитета мира в Чечне эти неофициальные формы образовались в августе 2001 года в Швейцарии и год спустя в Лихтенштейне. В первом туре приняли участие 9 человек, в том числе с московской стороны Юрий Щекочихин, председатель Думского комитета по национальной безопасности, Абдулла Султыгов из Думской комиссии по Чечне, Масхадов, который не мог покинуть Чечню, возглавил делегацию во главе со своим министром иностранных дел Ильясом Ахмадовым. Все были созданы непредвиденным происшествием. Однако вскоре стало очевидно, что было больше того, что государство разделило две стороны, чем разделило их. Обеспечьте отделение, что винить можно и тех, и других, и что руки и тех, и других обогрены кровью. Обе стороны должны обеспечить, чтобы в продолжении войны использовались коррумпированные российские офицеры, состригающие ее незаконные доходы, и российские силы безопасности, которые действовали сообща. И обе стороны верили в то, что регулирование, в рамках которого Чечня будет выше автономии, оставаясь частью России, сработает. На этой основе они согласовали ряд практических мер, которые должны были принять в следующий период. Россияне, чеченцы были в меньшей степени воодушевлены и встретились год спустя. И снова меня пригласили к консервативному. На этот раз в московскую команду вошел еще депутат Думы Асланбек Аслаханов, уважаемый генерал, этнический чеченец, который сегодня является кремлевским представителем на месте трагедии в Беслане. Рустам Калиев, специальный советник Думской комиссии по Чечне, и два бывших спикера Госдумы, чеченец и Иван Рыбкин, который был советником по национальной безопасности при Борисе Ельцине. Чеченскую делегацию возглавил вице-президент Масхадова Ахмед Закаев, который, как и Ахмадов, тогда жил за границей. При этом удалось продвинуться дальше. Было согласовано ряд принципиальных вопросов европейского плана, а Хазбулатову, юристу по образованию, было поручено руководить его проектом. Участники такого плана планируют провести пресс-конференцию в Москве с темой, чтобы обнародовать план. Аслаханов вызвал добровольцев приехать в Вашингтон, чтобы проинформировать высокопоставленных чиновников. Также участники предложили Масхадову открыто осудить вторжение чеченских исламистов в Дагестан, что способствовало усилению боевых действий в Чечне. В целях обеспечения выхода Путина из группы переговорщиков, вместо того, чтобы напрямую критиковать Путина, предложил сосредоточиться на коррупции, которая поддерживала продолжение войны. Мировой план, по которому договорились думские депутаты и чеченские лидеры, основывался на формуле, которая была выработана годом ранее: сохранение членства Чечни в Российской Федерации, но с твердыми гарантиями ограниченного самоуправления и автономии. Масхадов говорил, что примет такой вариант как лучший способ сохранения этнического существования чеченского народа. Это опровергает выдумку исключительно сепаратистских настроений, о чем Путин солидил скорбящих в Беслане родителей после захвата заложников. В Лихтенштейне две стороны не выполнили единую позицию лишь по таким второстепенным вопросам, как охрана южных границ, кто будет охранять совместно российско-чеченские силы, и демилитаризация всей части Чечни. Что случилось с чудовищными инициативами? Когда на пресс-конференции Путина выступил на первой встрече в Швейцарии, он доказал факт ее проведения. Когда заговорили о втором российском Белом доме, заявили, что этот план разработан Борисом Березовским, диссидентом-олигархом, с целью дискредитации Путина.
хотя Березовский не имел к нему никакого отношения. Короче говоря, Путин отмел эти предложения. Лихтенштейнский план сработал бы, и сегодня Масхадов и ослабленный остается незакрепленным, хотя и с партнером переговорились о будущем Чечни. Он не связан с ужасными нападениями Беслани и осудил их зверство. Масхадов единственный, зарабатывающий доверие чеченского лидера, выступающий за отделение религии от государства и поддерживающий умеренное светское образование, в то же время уважительный и в то же время мусульманский. Несмотря на власть, он выступил против фундаменталистов. Многие чеченцы поддерживали его умеренную позицию. Это правда, что неопытный Масхадов во время его короткого правления не смог вернуться вспять скатывания Чечни. Однако я сомневаюсь, что кто-то другой смог бы сделать больше без участия Москвы или других стран, которым ему было показано. Террорист ли Масхадов, как утверждает Путин? Если да, то почему Великобритания обратила внимание на своего представителя и близкого союзника Закаеву? Почему США приняли у себя другого близкого союзника Ахмадова? Ни одна страна, как известно, в наши дни не расстилает красные ковровые дорожки перед террористами. Не секрет, что среди жаждущих мести чеченцев есть террористы, и что среди отчаявшегося чеченского населения есть радикальные исламисты. Но если Путин продолжит размалевывать всех чеченцев одной и той же кистью терроризма и ваххабизма, он блокирует единственно оставший путь к мирной экономике и лишит россиян и чеченцев единственного выхода. Фредерик Старр, председатель Института Центральной Азии и Кавказа в университете Джона Хопкинса. Оригинальная статья «Решение для Чечни». Пятница, 17 сентября 2004 года. Решение для Чечни. WashingtonPost.com. В этой статье Фредерик Старр рассказывает, что представители Масхадова в лице Закаева и Ахмадова были согласны жить совместно с Россией и сохранение членства Чечни в Российской Федерации, но с твердыми, в кавычки возьмем, гарантиями ограниченного самоуправления и автономии. То есть Ахмед Закаев и Ильяс Ахмадов подгоняли нашу республику быть частью России. Вот что говорит Фредерик Старр. Как он это все комментирует. Здесь перевод не совсем верный получается, но основной смысл здесь, конечно же, понятен. И вот вам еще один документ, который подтверждает, что некоторые люди, которые заявляют, что они являются борцами за свободу чеченского народа, на самом деле являются проводниками кремлевской идеи. Вот так вот. Так, друзья, давайте перейду в ваши комментарии. Так. Валейкум ассалам, фричкере, машволь, хо. Валейкум ассалам. Умадас ночью, дал бухастам. Шуде, что умадуй. Так, пойдемте дальше. Я тут смотрю какие-то комментарии, но почему-то я их не вижу. И у меня стрим не идет, что ли, я не могу понять. Подождите, я же тут все это... У меня же стрим на другое. Как же так я тут проворонил? Айна моменто. Так, все отлично. Да.
Почитаем ваши комментарии. Я смотрю, тут много вы уже настрочили комментариев. Баркал, ну что? Может так случиться, что Россия и Украина сойдутся в переговорах на позициях, что Россия оставляет за собой оккупированную территорию Украины и в Западную Украину ведут солдат ООН, а между Западной и Восточной Украиной сделают буферную зону и затем проведут президентские выборы в Украине. Ну, по идее, в принципе, они об этом и говорят. Вот они говорят, что войдут европейские натовские войска, станут на линии разграничения, и часть какая-то остается у русских, часть остается у Украины, и потом Украина дипломатическим путем переговоров пытается вернуть эту территорию. Конечно, она ее никогда не вернет таким вот способом, дипломатическим и таким вот способом. Поэтому это все всего лишь обман, Но знаете, я тут увидел, что начали обвинять Америку, там некоторые комментаторы там с Украины говорят, там Америка там не помогает, там что-то там поменяли, там и так далее, и так далее. Я бы хотел бы разъяснить этот момент. Дело в том, что на территории Украины действует поголовно просто российская агентура в информационном пространстве. Коррупция огромных масштабов. 2 заместителя ГУР Буданова сняты с должности. Борьба идет, это отлично. Если бы борьбы не было бы, то на Украине уже можно было бы забыть про нее. Борьба идет, украинский народ сражается не только на фронте, но и в тылу, вычищает вот этих коррупционеров, бандитов. Ну, до уровня, представьте, 2 заместителя ГУР заподозрены в коррупции. Министр обороны снят с должности, там миллиард, швец говорит, там миллиард пропал долларов. Представьте себе. И огромное количество агентуры, которая просто открыто действует. Просто открыто. Что Америке делать? Пока Украина их не вычистит, Америка не может довериться, ни в НАТО взять не может. Говорят, почему НАТО не берут. Да, Украине сейчас нужны гарантии. И если не будет гарантий, Украину ждет повторение чеченского сценария. Ждет геноцид всех лидеров, в первую очередь. Потом уже дойдут до простых людей, которые будут говорить, лишь бы меня не тронули. Когда всех лидеров, всех воинов, всех патриотов зачистят, возьмутся за обычных, абсолютно не патриотов. Вот за них возьмутся. Мы это на себе проверили. Поэтому какие-то гарантии Украине нужны. Гарантии, что она войдет в НАТО. В НАТО такую коррумпированную и напичканную российской агентурой никто не возьмет. Об этом говорить никто не будет, по крайней мере, открыто. Но вот такая вот ситуация. За все эти вот почти 3 года войны не зачистили вот эту всю КГБшную мразоту. Извиняюсь, конечно, за выражение. Но посмотрите, из России прямо, воюющая Россия, убивающая украинцев, оттуда люди вещают у Гордона, например, тот же Соловей. Например, есть Севастьянов такой, есть ФСБшник, главарь банды у ФСБ по Москве, Московской области был когда-то. Именно он, Севастьянов, начинал войну против чеченского народа, чеченского государства. Понимаете? Вот ту войну, которую начал сегодня против Украины, вот начинал тогда Севастьянов. Евгений Севастьянов, который каждую неделю сидит у Евгения Киселева. Такого же, как и Севастьянов. Просто Севастьянов действующий офицер, а это 100% или 99% агентура. Невзоров приглашен. Как это все объяснить? У меня в голове не укладывается. Как можно сражаться против России и приглашать самого главного пропагандиста, давать ему гражданство? Представьте себе, давать ему гражданство Украины. Этот человек, как Севастьянов, как ФСБшник, начинал эту войну 26 ноября 1994 года.
вводил туда танки Кантемировской и Таманской дивизии на нашу территорию, под видом оппозиции, под видом отпускников, да, помните тех, которые Курск, которые в Крым заходили, в Луганск, Донецк, понимаете? Вот эти люди получают граждан. А Невзоров, например, это человек, который, ну, Соловьев, сегодняшний Соловьев. Причем он, наверное, учитель этого Соловья, этого Соловьева, вот этот Невзоров. И потом все говорят, нам не помогают, нам. А потому что вот такая вот ситуация, понимаете? Вот такая вот ситуация. Просто вот посмотрите Гарри Табах, который американец, военный, в отставке, который много общается, много дискутирует с кем. Его задвигают. Ну как? Ну это же очевидно, когда его задвигают. Это американец, который хочет помочь Украине, который многое делает для раненых, для много чего. В информационном смысле это огромная работа, которую он проделает. Ну, его гасят, его задвигают, про него там вещи говорят какие-то. Понимаете? Просто это вещи, которые должны быть всем понятны. Нужна иллюстрация в Украине. Без этой иллюстрации никто вам не будет помогать. Никто. Сидит один вчера, этот блогер один, комментатор, говорит, а где же говорили там победу, разобьем Россию, победим на поле боя, где же эти все слова, мы будем с Украиной до конца, там, третье, десятое, все говорили. Так вам сколько денег дали, сколько оружия дали, сколько беженцев приняли, сколько просто информационно поддержали. 1%, если бы нам тогда вот так поддержали бы, мы бы до сих пор в своих молитвах упоминали бы этих людей. 1% даже если нам дали. Понимаете? Никто воевать за Украину не будет. Да, добровольцы приезжают, там кто-то где-то там есть, но в основном, конечно, это все дело самой Украины. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но внутри, в тылу, просто творится бардак, самый настоящий. Понимаете? Коррупционный, КГБшный, ГРУшный бардак. Понимаете? Люди, слушайте Аслана и его гостей. Здесь говорят правду. Вы потом можете все перепроверить. Скоро Ичкерия будет свободна и независима от фашистской Российской Федерации. Салам алейкум, брат Эд. Приветствую тебя. Спасибо за теплые слова и за комментарий этот. Давайте почитаем комментарии у нас в ТикТок. Еврейцы. Салам алейкум. Дай Бог тебе здоровья. Шалом алейкум. Ам Израиль хай, дорогой. Спасибо и тебе, и твоей семье здоровья и долгих лет жизни. Привет из холодной Сибири горным чеченцам. Приветствую тебя, холодная Сибирь. Приветствую. Так. Шо гора оушена чеберло. Ханди нехшуйх что твана. Иш модуица что довай. Масара цеяхиш ацуна нехштуйх что шуале. Хоранин масара боша. Ишацадуч. Вот ацун ты нехшуйн схуа, суа, например. Ацун ты нехшух шу. Али цеяхиш. Кидишу. Суа муат санин ты нехшух. Нохчи буй, нохчс бол, нохчи. Социал ты нехшух шамуат. Я вука нават, виш просто раск сболиш, шун доузит кас. Ишен доузит шун цала аш, и бакойна шун ила. Мегер дутах маусишься канале. Доуз лучан, це доузит, що це вол, іштунду. Смамат, плам да цанин ти нехшуйш. Хан ти нехшуйш ту. Ши муах, ши қам лырдеш ләчвол, саган от и нехшуйш хезе шун цанина. Я цаунцун руумол хезе шун. Цахез. Шиек далук да диз нис боач эбело. Из да диз. Шиек далук да диз хорамо. Шиек далук да диз. Так.
Поехали дальше. Поехали дальше. Россия отсталая, нищая, банановая страна рабов. Отстали от Америки, Европы и Японии на 100 лет. 100 лет русаки бухают, а ленивые воевать не умеют, только бухать и воровать унитазы в Украине, говорит Баха. Слава Ичкерии, героям слава, Баха. Так, салам всем свободным людям, салам, брат Асан, салам, Асан. Возможно, что Россия пытается дестабилизировать Украину изнутри и спровоцировать гражданскую войну. Конечно, конечно, конечно пытается. Так. Дали гражданство Невзорову те же самые агенты СБУ. Да, Фаиза, совершенно верно. Абсолютно так. А кто даст ему? Ну, любой человек, мало-мальски понимающий, не может дать Невзору гражданство. Это враг Украины. Это враг стопроцентный, имперец. И это просто, ну, змея, которая пригрела Украину у себя на груди. И этот же Киселев. Ну, смотрите, это люди, граждане Украины, которые вещают на русском языке про украинскую тему и приглашают Севастьянова, главного зачинщика Первой русско-чеченской войны, вот исполнителя этой воли, который организовывал, нанимал вот этих ихтамнетов тогдашних, в 94-м, 93-м, они танкистов всех вербовали. Они были отпускники или уволившиеся. Вот как, ну это знакомо всем нам уже, широко знакомо. Вот этот человек каждую неделю у Киселева сидит. Другие там вот эти, сколько Арестович вещал, помните? Сколько Фейкин вещал. А ведь нужно было организовать людей, сказать, вставай, страна огромная, на нас напал враг, создать четкую идею, она же есть, была эта идея, ее задвигают. Культура, язык, независимость, свобода, антиимпериализм, это все, это готовое уже сотни лет у украинцев имеется. Это нужно было правильно оформить и все, и подать. Нет, мы мультикультурные, там сидит Арестович, мы мультикультурные, я не позволю там то все, там третье, десятое, я буду, никто русских не ущемляет, русские воюют, русских нужно, украинских русских нужно уважать. Это полноценные граждане Украины, никто не должен их обделять. Если государственный язык украинский, то просто меня лично, когда я жил в Москве, когда говорили на русском языке в каких-нибудь государственных учреждениях, меня это нисколько не оскорбляло. Почему русского, живущего в Украине, что все говорят в государственном учреждении на украинском языке, кого-то должно оскорблять? Либо этот человек ненавидит украинскую нацию и должен уехать, либо, я не знаю, какой-то внутренний надлом у человека. Ну как в их стране быть против? Да, на улице говори на каком хочешь языке. Никто не запрещает говорить. Никто. На улице, в ресторане, в кафе, с другом, с прохожим. Захотят ответят, захотят не ответят вам, если вы по-русски заговорите. Вот и все, точка. На этом заканчивается. Поэтому вот эту идею, победы Украины, ее нужно было формировать изначально. Она есть, но она маргинализована. Она задвинута куда-то, эта идея. Никак начать. А это же именно они остановили. Вот носители этой идеи остановили. Вопреки всему Российскую Орду. И они первые погибли там в основном. Которые вышли и отстояли. Вот первое, когда... И кто-то думает сейчас, большие жертвы, да, устали, надо сдаться. Сдайтесь. И вы увидите, что сегодняшний день был для вас раем. У вас были воины, у вас были защитники, у вас была честь, уважение, свобода.
Вы лишитесь всего этого. Всего этого. Для того, чтобы сейчас Украина перемирие сделала, ей нужны гарантии. Как дать ей эти гарантии? Америка заключит прямой союз. Но если она заключит прямой союз, тогда, если даже в НАТО не возьмут, то все равно нужно вычищать эту агентуру. Америка не заключит союз с этой агентурой. Понимаете? Она с нормальными, свободными украинцами заключит. Потому что она знает, что завтра ей нож в спину не воткнут. А так, в противном случае, все просто перевернется с ног на голову. И в конце концов, повторится чеченский сценарий. Вот какие вот вещи происходят. Чем закончится война в Украине? Я думаю, что Украина победит, конечно же. В этом я не сомневаюсь. Силы есть, возможности есть, мотивация есть. Ну, посмотрите, вот сегодняшний свой стрим. Давайте об этом поговорим. Победит ли Украина или нет. Так вопрос даже не стоит. Достойная смерть против позорной победы, я назвал сегодняшний стрим. Рукопашная украинца и орка. И вот посмотрите, какие люди воюют в Украине. Помните парня, которого они расстреливать поставили? Он мог упасть на колени и вымаливать себе пощаду. И, возможно, они бы его пощадили бы. На камеру сняли бы, унизился бы, стал бы на колени, плакал бы. Пощадили бы. Возможно. Но там даже намека не было на такое поведение. И когда уже вскинули оружие в него стрелять, что он сказал? Слава Украине! Что сказал вот умирающий, вот этот раненый украинский боец? Ты воин, ты победил, ты лучше оказался меня. Он оказался, я этого и не знал, потом только понял, уже когда уже комментарии читал. Кстати говоря, это видео, которое я здесь у себя в Ютубе выложил, в ТикТоке, оно уже там 600 с чем-то тысяч просмотров за вчерашний день. Я вчера загрузил его. 600 тысяч просмотров уже в ТикТоке. Оно здесь тоже есть это. Про схватку украинца и россиянина. Здесь в Ютубе немного, но в ТикТоке более 600 тысяч уже посмотрели. Когда он уже все, он убит, он умрет, он получил в горло ему, в шею, он нож втыкает с дрона камера. Он втыкает нож 1, 2, 3 раза. Все, человек уже парализован. Понимаете? Все, он ему перерезал там все нервы, шейные позвонки задел, наверное. И он просто говорит, все, оставь меня. Все, я умираю. Дай просто с небом, с матерью попрощаться. Ты лучший воин. Все, дай секунду этому человеку. Просто секунду. Воин-то, это же не садист. Это же носитель высоких моральных ценностей. Как бы это ни казалось странно, люди, убивающие людей. Но именно в этом и начинается воинство. Не просто какой-то орк-убийца, а воин, настоящий, с большой буквы воин. И вот в этой ситуации он понимает, что все, тот уже бездвижен, он не может не шевелиться, истекает кровью. Он отходит, он-то сам рассказал, что он с него взял гранату и засунул ему под бронежилет. Так вот, он отходит, вынимает чеку и бросает в него эту гранату. После того, как тот поднял руку, попрощался, все, он якобы уходит. Он в него бросает гранату, взрывает его, а потом добивает его. Вот вся все величие русского воина. Абсолютно стопроцентный показатель, какие они. И вот эти воины, украинские воины, это если вот, смотрите, нам показывают, а если бы кто-то унижался и плакал бы, это русским с удовольствием это показали бы. Мы не видели, хотя и такие случаи, конечно же, могут быть. Но по большому счету, перед неминуемой гибелью украинские воины ведут себя, как настоящие воины. Они уходят из этой жизни без сожаления, без нытья, без стонов,
и так далее. Хотя он говорил, вот этот парень, как больно он сказал. Представляю, какие боли у него были. Раненый без ножа, а тот с ножом. Он пытался у него вырвать, но не получилось. Если есть в Украине такие войны, а это очень хороший такой показатель, он определяет, какое количество людей может быть приблизительно, то значит это, если каждую картину мы видим, и украинец себя перед не просто даже обстрелом, мы видели, как обстрелы, как штурмуют украинцы, как они ведут себя дерзко, смело, отважно. Даже вот по этому показателю можно сказать, что украинцы это воины, это железобетонные просто люди. Они не могут проиграть по определению, понимаете? По определению невозможно проиграть. Но для того, чтобы... Вот мы, чеченцы, такие же воины, как украинцы. Ну, не беру всех, как я не беру всех украинцев, если брать чисто только воинов. Тоже смелые, тоже идут на смерть, как будто уже побывали в раю. Все так же. И сейчас мы наблюдаем вот, картину, где украинцы идут по нашим же стопам. Мы победили в бою, потому что духом равных не было. Но проиграли в тылу. Понимаете? Люди, которые были псевдопатриотами, остались живы, а настоящие патриоты либо убиты, либо изгнаны, либо еще что-то произошло, либо сидят, еще что-то. Вот так вот. Ну ладно, давайте дальше. Боже, храни Америку, говорит Ичкерия. Слава Украине, героям слава. Дякую, Екатерина, дякую. Алейк салам, Рахим. Так. Алейк салам, Ламанас. Так, давайте дальше. Сейчас тут. Ичкерия, присоединяйтесь, нужно уничтожить оккупанта, вы оккупированы, они так просто свое корыто не бросят. Евгений, я полностью вас понимаю, все понятно, но присоединяйтесь, вы можете также сказать, например, Крыму, вставай, Крым. У Крыма, у Луганска, оккупированного Луганска, Донецка, Крыма, больше прав и больше возможностей для маневров, чем во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Понимаете? 100-тысячное войско стоит чеченское, из которого в Украину не выводится. А манкурты, коллаборанты, которые сотрудничают, соглядатаи по всей республике, которые взяли полностью под контроль. Весь мир, в том числе Украина, помогала вот это все сделать над нами. Понимаете? Наше национально-освободительное движение плавно перевели, или не очень плавно, перевели на религиозные рельсы и объявили нас всех террористами. То есть вывели за рамки закона, за рамки человечности и начали методично уничтожать при помощи всего мира. Понимаете? Всего мира. Владимир Зеленский, президент сегодняшний, враг России, Путина и так далее,
Приезжал КВН в Кремль, там смешил Путина, развлекал их, все. Все делали, украинские военные, летчики, военные брали отпуск и ехали воевать в Чечню. Все наши соседи на Кавказе воевали против нас. Мы оккупированы. Мы не можем сейчас подняться. Для того, чтобы сейчас подняться, нам нужно оружие, нам нужна координация, нам нужна полная политическая и финансовая поддержка всего мира, которая оказывается Украине. Готовы вы на это? Признавайте наш президиум правительства, договаривайтесь с ним. Да, Украина признала Чеченскую республику Ичкерия оккупированной, и что над чеченским народом совершен геноцид, акт геноцида. Честь и хвала, Украина. Вы сделали то, что вы должны были сделать, но для нас это огромный шаг. И за это отдельная благодарность. Отдельная, за все просто. Отодвинуть это отдельно идет, отдельной строкой. Так вот, когда было это признание, вместо того, чтобы пригласить реальные законные чеченские власти, внутри украинского общества есть агентура, которая туда завлекла симулякры. Закаева, который с 2014 года призывал чеченцев не ехать воевать за Украину. Того же Ису Мунаева. Тому же Исе Мунаеву он говорил, не едь ни в коем случае. Поедем в Чечню, я тебе дам. Он, находясь в Лондоне, когда Россия оккупирована Ичкерия, он говорил генералу Исе Мунаеву, что мы поедем в Чечню, я тебе сделаю министром внутренних дел, дам $1 миллион. Это вот они сами рассказывали. Вот рядом с Исой Мунаевым люди, другие люди рассказывали об этом. Понимаете? И туда, в Украину, приглашают вместе с Невзоровыми, разными другими, там, Савастьяновыми, приглашается Закаев. И 2 года или 3 года времени мы тратим впустую. Как Фейкин сидит там, развлекает, Невзоров что-то там красиво рассказывает, еще что-то кто-то говорит. А ситуация остается, каждый день украинские парни, девушки гибнут, города разрушаются. Вот об этом мы говорили все это время. Я рассчитывал, что там есть Америка, есть Англия, есть там украинские патриоты, которые там быстро разберутся, проведут люстрацию. Прошло 3 года, ничего не изменилось. Все остались на своих местах. Особо одиозные какие-то там засвеченные. Вначале были арестованные, изгнанные, там заползли под корягу. И так далее. И все. Вот какая ситуация. Америка не будет объяснять вот в этой ситуации. Вот у вас там агентура, 3-10. Они 1 раз скажут, 2 раза, 10 раз скажут. Кто скажет, да пошли вы к чертовой матери. Это вам нужно. Вам в первую очередь. Вам жизненно это нужно. Жизненно необходимо это. Вот такие вот дела. Так, давайте дальше. Ассаламу алейкум. Привет всем участникам беседы. Ва алейкум салам, Хавда. Я не понимаю украинцев. Ассаламу алейкум, Аслан. Я не понимаю украинцев. Насколько верят, что русским журналистам типа пропаганд Невзорова, Кац, Киселев, Осечкин, их со всеми эфиры проводят. Да, к большому сожалению, мы это все видим, на наших глазах это происходит. Мы это говорим, трубим об этом. Все. Вот смотрите мой канал, вот YouTube канал, давайте, вот обратите внимание. Сейчас 90 человек нас здесь смотрят, 52 смотрят в ТикТоке, 92 смотрят в YouTube. Обычно у нас это бывало 500 человек, 1000 человек, 1500 человек у нас смотрят. Вот со вчерашнего дня стрим упал. У меня снова убираются подписчики. Комментарии не проходят. Видео после стрима, которое вот сейчас идет. Я вчерашний стрим до сегодняшнего утра, до 9, до полдесятого, я не мог нести никакие изменения, там, поменять превью, там, что-то я обычно делаю, когда что-то, они заносят мой канал, вот пока идет серый бан, и никто не может нас смотреть. Понимаете? Вот так они борются против того, кто является настоящим их противником. Фейкины, Невзоровы, Киселевы, все остальные, у них нет вообще с этим проблем. Они вообще на это не жалуются. Понимаете, украинцы, понимаете, это все американцы видят, англичане видят. Видят, понимают, что вы там творите. Типа у нас какая-то, мы суверенные, мы
это наша политика, мы боремся, не мешайте. И как бы по закону там Запад, внутренние дела Украины лезть нет, помогаем, все, помогаем, работайте. Вот вам деньги, вот вам оружие, работайте. А происходит вот что. Вот всего лишь 110 тысяч у нас подписчиков. Понимаете, не миллионный канал, 110 тысяч. Канал наш постоянно, причем через Украину даже атакуют. Понимаете? Помните, был случай, когда СБУ передавали ФБР каналы, YouTube каналы, которые представляют угрозу для Украины. Помните? И вот когда всплылось, что какие-то американские каналы оказались среди тех, которые американцы, СБУшники, Украина передала ФБР, вот эти каналы, что вот они представляют угрозу. И среди этих каналов был мой канал. Потому что после того, как началась эта разборка, и потом эти каналы некоторые выяснились, а выяснилось, что СБУ получала от ФСБ список каналов, а СБУ передавала ФБР. ФСБ неудобно было американцам напрямую передавать, но они через коллег, через украинцев передавали. И вот тогда мой канал прям зацвел. Тогда у нас 30 с чем-то тысяч было, 36 тысяч, по-моему, было подписчиков. И сразу там начали сотнями добавляться подписчики, потому что все время убиралось подписчики и не добавляли. Не добавлялись они. Вот что происходит, когда вы на самом деле враг этой системы, этой империи. Понимаете? И это видят все. Все видят. И украинцы это видят. Ну, все видят. Ну, как можно тогда? Ну, а кому-то надо... 3 года хорошо американцы, если честно, продержались. А сейчас видят, что ну, идет какая-то странная война. Странная война какая-то идет. С многими-многими непонятными вещами. И пока не будет иллюстрации, я убежден, что победить не получится. Пока не будет внутри Украины иллюстрации. Мы знаем, спасибо вам. Пожалуйста, Джон, пожалуйста. Так, русские все винят в отсталость, хотя только из этого русские вылезли люди, хоть и совсем отсталые, и андрофаги. Так, гражданской войны не будет, будет просто судная ночь, и следующий день зайдет украинское слово солнце. Дай Бог, Евгений, дай Бог, чтобы, как вы говорите, было. Так. А на западной части Украины сильно действует правый сектор, и они там иногда показывают характер Киева. Мне кажется, их могут спровоцировать на гражданскую войну. Ну, я не знаю, что ты подразумеваешь под гражданской войной, но если в Украине не провести иллюстрацию, то Украина не победит. Вся проблема, знаете, в чем заключается? Что именно эти люди, которые сейчас в Украине очень на многое влияют и, наверное, уже получают геройские медальки там разные, что они там воюют, там помогают там на фронте и так далее. Завтра после войны они будут уже героями, уже, знаете, неприступными героями. Вчера они какие-то там журналисты, какие-то там просто агентура бегающая, а сегодня с медалями они уже герои Украины. Попробуй завтра их обить, предъяви им что-нибудь. О, да вы всем защитников Украины преследуете. Вот что будут говорить. Понимаете? Вот что будут говорить. И если не провести вот эту иллюстрацию, просто без крови, без ничего, просто людей уволить. Имеют же право. Вот всех идите домой. Вот идите военные, которые на фронте. Не всех, конечно, образованных, толковых, умных. Много же на фронте сейчас есть. Они проверены. Садись, пожалуйста, дорогой, на детектор лжи. Проверили. Коррупцию будешь, не будешь. Родину предавать будешь, не будешь. Все, иди работай. Вот твой фронт. Вот здесь ты теперь будешь работать.
Вот твоя ответственная зона ответственности. Паши. Всех чиновников, СБУшников и других нужно отправлять домой. Все наследия КГБ нужно избавиться. Без этого никак. Никак. Этого и добивается руководство, чтобы США послали их уже подальше. Файза, ну, наверное, да. Но другого объяснения у меня нет этому поведению. Ну, зачем? Просто можно увольнять к чертовой матери. Война идет, особое время. Ты можешь выходить за рамки многих вещей. Некоторые даже статьи Конституции приостанавливают свою работу во время войны. Так, чтобы США послали их уже подальше. Аслан, тебя слушают миллионы людей, не все могут подписаться. Да, мы уже, сколько, 45 миллионов у нас, по-моему, уже есть общее число просмотров. Сейчас уже не найду где. Так, где это у нас были комментарии? Путинские войска захватили город Курахово и несколько сел сегодня. Да, захватили самый большой город, населенный пункт, который они захватили, составляет 19 тысяч, проживало где 19 тысяч человек. Я вам скажу, населенный пункт, откуда родом мои родители, Катарюшты, откуда я считаюсь родом, там, по-моему, 15 тысяч населения. Это село, да, большое село такое. Но это всего лишь село, понимаете? А это такого городского типа 19 тысяч, по-моему, или 16 тысяч населения, вот то, что они захватили. Каждый день, вот я почти каждый свой стрим вам рассказываю о сообщении от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Каждый божий день 1000, 1500, 2000, 1300, 1700 убитых и раненых. Каждый день, представьте себе. Да там вот этот 19 тысяч населенный пункт, 16-19 тысяч населенный пункт, который они захватили, они положили столько людей, что они эти 19 тысяч положили, если не 190 тысяч, понимаете, чтобы взять это. Когда немец мне один говорит, да, русские наступают, там, населенные пункты берут, там, по новостям показывают все. И мне один немец говорит, как ты считаешь, что там? Я говорю, ты знаешь, что каждый день я показываю ему сообщение от Генерального штаба ЗСУ. Смотри, вот за сегодня, по-моему, 1600 тогда было. Убитых и раненых 1600, смотри. У него глаза вот так на лоб вылезли. Каждый божий день, он говорит, да, каждый божий день, понимаете? За Киев столько нельзя было отдавать жизней, даже если брали бы Киев. А они за какую-то деревню какую-то берут. Вот и все, что они берут. Причем, что они берут? Разрушенные просто руины. Как берут украинцы, видели? Знаете, как Джохар сказал, когда там Павел Грачев сказал, мы за 2 дня одним десантным полком Грозный возьмем и так далее. Ну, они не взяли, конечно же, не за 2 дня, не за 2 часа, не за 2 дня, не за 3 месяца, пока все не сравняли. И потом Джохар провел операцию во главе, им разработанную операцию по захвату города Грозного. И он сказал, вот я вам покажу, как надо брать города. И взял город, показал, как нужно брать город. В августе в марте 96-го, за месяц до своей гибели. Точно так же украинцы берут города. Посмотрите, зашли в Курскую область, Суджу заняли, дальше идут. Посмотрите, сколько они с лица земли стирают населенных пунктов. Ни одного. За все это время украинцы не стерли ни одного населенного пункта. Ни вражеского, ни тем более своего. Ну да, орков мочат. Вот как нужно воевать. Учитесь у украинцев.
У нас в Украине со дня независимости правят коммунисты и поныне. Да, совершенно верно, Мороз. Та же советская номенклатура, они не коммунисты, они и тогда не были коммунистами. Коммунизм это идея отвратительная, фашистская, ну, она идея. У них имперская, они прикрывались этим коммунизмом. Ничего общего с коммунизмом они не имели, кроме вывески. Да, это так. Вся советская номенклатура КГБшная, потомственная, они считают, что они, их дети должны оставаться потомками, они должны хозяевами быть. Понимаете? Своячество, коррупция и так далее. И это нужно зачистить. Украина должна стать в этом плане, в антикоррупционном плане, примером для всех, такой витриной должна стать, чтобы никакой коррупции. Нужно вести электронное правительство, нужно полный контроль взять, нужно это делать, нужно спасать Украину. А с коррупцией ее спасти невозможно. С этими людьми ее спасти невозможно, которые там всем этим занимаются. Вот в чем вся беда. Из запада Украины сделать особую зону с автономией, это сперва сделать Киев, а затем пошагово гражданская война, если войну заморозят. Ну, посмотрим, посмотрим. А почему Генштаб ВСУ не озвучивает свои потери? Ну, на войне не принято, хотя и Зеленский озвучивал, и другие высокопоставленные лица в Украине озвучивали разные цифры. Но это считается государственной тайной. Зачем врагу знать, сколько они нанесли вреда Украине? Зачем ему это знать? Не надо. Посмотрел видео, где победил дух украинца, дух свободного человека. Остальное все ерунда. Да, совершенно верно. Аслан, добрый вечер. Добрый, добрый. Добрый. Спасибо, было хорошо. Пожалуйста. Они продвигают своих. Да, блин, совершенно верно. Так, может, на России вообще YouTube запретили? Скажите мне, друзья, как там дела обстоят на России? YouTube запретили? Кто из России, не говорите откуда, что, может, просто скажите, вам показывает Россия YouTube или нет? Жив министр обороны Ичкерии, да, Асан? Нет, конечно, министр обороны не может быть Ажиев. Он сам себя назначить министром же не может. Нет, конечно. Это доброволец, который воюет в рядах Украины. Министром обороны он может быть назначен, если его легитимная чеченская власть назначит. Не работает и не показывает, только через VPN. Только через VPN. А вот поэтому, значит, у нас упали просмотры. Ну, у нас и канал атакуется, потому что канал у меня зависает после каждого стрима. Я не могу войти в видео, чтобы там что-то подправить. Россия Дзейсев. Что значит Дзейсев YouTube? Очень медленно, можно сказать, почти не работает. Им скоро сам Всевышний запретит по земле матушке ползать. Ну вот, поэтому с этим и связано. У нас просмотры упали. Ну, ничего, ничего. Раша зло для мирных народов убийца. Да, именно так. Именно так.
Так, давайте я вам 7 послушать тысяч Захара. уголовников выпущены из тюрем, лагерей, наемников и направлены в Чечню. Вон они, вон, в газетах. Посмотрите их морды и о материалах, которые есть у следствия сейчас. С татуировками такие, значит, крутые, разнузданные, наколотые, напитые, набитые. Вот что сделали в подарок 50-летию ветеранов войны и вооруженных сил нынешние авантюристы-руководители всех уровней. 7 тысяч уголовников выпущены Это из тюрем. так вам, так, еще одно видео. Мне задавали и раньше вопрос, а много ли государств, которые трое суток смогли бы противостоять вот такому сатанинскому агрессивному нападению в этом мире? 250 тысяч войск от подводного флота морского базирования до военно-космических сил все участвовало в агрессии против Чечни и чеченцев. Все. Полгода уже идет война. И война не в пользу России. Мне задавали и раньше вопрос, а много... Тогда нам не верили, тогда нас обозвали террористом, и каждый считал своим долгом убить. Убить, оскорбить, уколоть, обвинить. Да, так было. Так было. Так. Можете со мной не соглашаться, пишет Влад, но украинцы, как и русские, также ненавидят кавказцев, мусульман. Я жил в России 30 лет и это все видел лично. Они шовинисты в чистом виде. Ну, ты говоришь про украинцев, и ты жил 30 лет в России, говоришь. Ты определись, ты о ком говоришь? Кто шовинисты? Там, где ты жил 30 лет в России, или же украинцы ты имеешь в виду? Но я скажу одно. Если бы у украинцев был бы шовинизм, такой ментальный, генетический, так сказать, то они бы никогда не избрали Владимира Зеленского президентом. Вы никогда не увидите президента еврея в России. Ну или же, если он будет больше русский, чем русский. Только в таком случае. Поэтому я не могу сказать, что украинцы шовинисты, и шовинисты есть, и нацисты, какие-то разные там, и разные люди есть, а это 40-миллионная нация. Но нету у него этого, нету в украинском народе шовинизма. Я в общем говорю. Отдельно, да, можно найти, конечно. И у нас, чеченцев, можно найти. У всех можно найти. На самом деле, чеченский народ такой красивый физически и морально. Так, миллион украинцев жили в то время в России. Жили, да, украинцы. Но ты знаешь, что сейчас вот эти, кто живут в России, они воюют против Украины. И ненавидят эту Украину. Представь себе, тогда ничего удивительного, что там нашлись живущие в России украинцы или же русскоязычные из Украины, которые, знаешь, там вот это Луганск, Донецк, это вся территория, которая полностью вырезана и заселена теми, кто вырезал этих людей. Понимаешь, голодом, холодом, расстрелами, репрессиями, выселениями. Вот эти территории зачищались. И только тогда начали там строить заводы, фабрики и так далее. Потому что там сидели уже свои орки в основном, заселенные. НКВДшники, потомки. Все те, кто казнил, убивал, вот их дети, внуки, они сами поселились там. Строили заводы там, чтобы в случае чего там население-то свое орковское. Вот как-то так. Поэтому, если оттуда приезжает какой, например, сюда, в Германию приезжает, мы тут разговаривали, общались,
Ну, здесь разные, и мне тут комментарии писали, что разные украинцы там и так далее. А потом, когда ты начинаешь разговаривать, вот, после последнего раза своего общения, мне здесь в комментариях писали, и мы потом с другом общались на эту тему. Ну, там в основном все приезжают, ну, русские, русскоязычные, кто, ну, за Россию. Просто им пока удобно здесь, в Германии, получать там пособия, ездить в Украину, приезжать, 3-10, такая неплохая прибавка к пенсии, плюс еще путешествия в европейские страны с документами. Ну, очень круто. И на самом деле они очень даже разные все там попадаются. Алейк Салам Страйкфорс. Дику, Алейк Дал Бухастом. США и Россия, Германия. США и Россия и Германия друзья. Ну, я бы так не сказал, серии. Ну, сейчас утверждать это, ну, мне кажется, как минимум, ну, как минимум не объективно. Ну, где там друзья? Ассаламу алейкум, брат из Ингушетии. Ты всегда был настоящим братом. Алейк салам, муслим, машуой. Ингушетия, ассаламу алейкум. Украинцы не любят только россиян, все остальные это наши братья. Договорились, Евгений. И я с этим не спорю, в принципе, я согласен. В Украине воюют все. За Украину все религии, все национальности, все расы, все единым фронтом воюют. Не насильно, никого не гонят, никого там не подкупают и так далее. Как за поребриком. Здесь все по-настоящему. Да, полностью согласен с вами, Евгений. Аслан, надо зрить в корень. Беларусь была одной из самых бандитских стран после развала СССР, пока Лукашенко не поставил белорусов на место. Беларусь считались безжалостными и грабили всех подряд. Блин. Я этого, конечно, не знаю. Я не слышал о том, что белорусы всегда из трех так называемых славянских республик, Украина, Беларусь и Россия, белорусы были самыми миролюбивыми всю историю. Ну, может, раньше они воевали, но после этого, в последнее время, они подостыли и были самыми миролюбивыми. Поэтому, да, бандитизм, криминал, наверное, все могло быть, я не знаю, но очень сложно мне сейчас комментировать то, что ты говоришь. Для чего держит Чечню в составе? Почему нам не дают свободу? Боятся, другие регионы возьмут пример к развалу РФ или из-за нефти держат нас? Или боятся, что мы установим шариат и укрепится? Байсангур. Ну, давай по порядку. Для чего держат в составе? Говоришь и вопрошаешь. Боятся, другие регионы возьмут пример к развалу РФ? Ну, давай возьмем пример развала СССР. Когда все республики Советского Союза, которые подчинялись Москве и фактически являлись колониями Москвы, спокойно разошлись. И ничего не стало. Все, спокойно, все 15 республик разошлись. И тогда все республики автономные, и только империи, Советской империи, можно было делить на союзные республики, автономии, кому-то меньше прав, кому-то больше прав. Ну, чисто по-фашистски, как они умеют. И вот в это время маленькая Ичкерия, если вышла бы, ничего не случилось бы. Ничего. Развала там и так далее, этого бы не случилось. Из-за нефти держат. Да, нефть там имеется. Но кроме нефти, Ичкерия представляет собой геополитический интерес. Мы являемся на Кавказе, вот этот перешеек наш кавказский, между Каспийским морем, Черным морем и Азовским морем, является стратегически важным местом. Это ворота в Европу, южные ворота в Европу. И всегда это было стратегически важным. Все эти дороги смыкаются там между двумя вот этими морями, тремя морями. Ну, в основном Каспийское и Черное, двумя морями. Россия патологически нас ненавидит, если уже брать психологический и человеческий фактор. Россияне, русские имперцы патологически ненавидят чеченцев, потому что мы антиподы друг другу. Они убежденные, идейные рабы, рабство, сильная рука, это все, это их идея, это их суть, их скрепа.
Мы абсолютно совсем другие. И нам не могут простить, что мы не покоряемся, что мы не становимся Иванами, не помнящими родства, за то, что столько они уничтожали наши книги, литературы, умных людей. Все сжигалось, уничтожалась история, чтобы не осталось ничего чеченцев. И все равно мы не становимся Иванами, не помнящими родства. И это их патология, вот как евреев не любят, и не любят, потому что они умные. И вот ты считаешь, что вот они умнее, и они тебя победят. Зависть. Вот у русских такая же, у России, у империи, такая же зависть. Это так. Потом ты говоришь, или боятся, что мы установим шариат и укрепимся. Что ты подразумеваешь под шариат? Вот если уже переходить на это. Что ты подразумеваешь под шариат? Мы разве строили шариат? Мы построили Чеченскую республику, демократическую, правовую, суверенную, независимую Чеченскую республику Ичкерия. Где проживают мусульмане, где все законы мусульман охраняются, все мусульмане и все другие религии защищены и охраняются в соответствии с нашей конституцией, с нашими законами и с нашей культурой. У нас у чеченцев нет культуры, другие религии, другие нации, принижать, оскорблять, там, преследовать их. Мы никогда ни над кем не совершали геноцидов по этническим, религиозным и так далее причинам. Единственная ссора, конфликт у нас с русскими имперцами, которые находятся на нашей земле. Это уже почти 3,5 века, может быть 4 века это все и продолжается. Что значит построить шариат? Что ты имеешь в виду построить шариат? Можешь... Не знал, что шариат может сделать страну державой без оружия и экономики. Ты такие глубокие, это ты говоришь, вещи обсуждаем. Поэтому у нас есть свое государство. Все, кто хочет построить другое государство, найдите себе другую землю и стройте другое государство. У нас уже есть построенное. Если мы сейчас не доведем начатое до конца под этим же флагом, под этой конституцией, то все убитые будут забыты. Они будут бандитами, которых следовало убивать, так как Россия решила так. Понимаете? Все, кто воевал против империи, будут бандитами и террористами. А я вот этим как раз и борюсь, чтобы нас бандитами и террористами все не называли. Понимаете? Поэтому мы освобождаем свою землю и строим то государство, или воссоздаем его, и деоккупируем его. И у нас есть это государство. Ничего нового придумывать не надо. Все остальное для меня непонятно, что вы говорите. Вот шариат, вот просто вот термин вы бросаете, шариат. Что значит шариат? Что вы хотите построить? Вы как в Саудовской Аравии хотите построить? Ну, объясните просто, как пример, где должно быть. Или это должно быть ни на что не похожее государство. Хорошо, если оно ни на что не похожее государство, и вы что-то свое придумали, которое там супер, которое, ну, идеально для всех людей, справедливое, там, честное, хорошее, там, и так далее. Тогда покажите мне этих ваших лидеров, которые могут до молекул разложить этот план и это государство. Нет таких людей. Даже государство, что из себя представляет, не знает. Вот кто шариат нам рассказывает, они не представляют, что такое вообще государство, как оно функционирует. Особенно современное государство. Не говоря уже о прошлых. Понимаете? Это же очень важно. Не просто бросаться словами, терминами, которые где-то мы услышали, и мы не понимаем, что значит этот термин. Мы должны разобраться. Понимаете? Вот в чем вопрос. Так. В 2015 году моя мама была в гостях в Украине у родственников. В то время с рынка местные выгоняли всех кавказцев. Она мне лично рассказывала, город Черновцы, там гнали кавказцев с рынка. Но Влад, эти моменты, может быть, присутствовали. Я сейчас не готов их обсуждать, потому что я не знаю этого. Но также можно сказать, например, не брать кавказцев, а взять крымлы, крымских татар. Вот крымские татары просили
у украинской власти, у Киева больше полномочий, больше власти, больше автономии. И им в этом отказывали. Это было при власти Януковича. Понимаешь? При власти Януковича. Поэтому, вот ты говоришь, в 2015 году. В 2015 началась война, например, в Украине. В 2014 началась. В 2015 она уже продолжалась. В это время, например, могли оказаться кавказцы, которые были пророссийскими. Могли оказаться украинцы, какие-нибудь провокаторы, которые разжигали эту волну. Все, что угодно там могло быть. Это могло быть связано не с менталитетом украинцев, в котором я лично не вижу никакого шовинизма, нацизма, отдельные представители у всех есть, но в общем нет такого. Ну, нельзя меня убедить в этом, что есть. Даже если я встречаю какого-нибудь шовиниста, не могу я обвинять всю нацию в этом. Понимаете, 40-миллионная нация. Поэтому там все, что угодно могло быть. Все, что угодно. За нас даже россияне есть, воюют против оккупанта. И такое даже есть. Да, Евгений, совершенно верно, есть. В сети появилось видео, на котором, как утверждает сотрудник территориального центра «Комплект» ТЦК из Киевской области, заявляет, что нынешняя мобилизация в Украине – результат того, что жители страны выбрали президента-клоуна. Не знаю, что прокомментировать. Какой-то сотрудник что-то сказал. Он мог сказать, там, я не знаю, слава Русне. И что? Теперь все ТЦКшники... Друзья, я не понимаю. Спасибо, Андрей, спасибо и вам удачи. Шариат означает законы. В каждой мусульманской стране свой шариат. Аслан, ты же, по-моему, сказал, что война закончится в 2024 году. Нет? Гордон тоже говорил и ошибся. Байсангур, я говорил, что до конца Нового года на 200 евро я проспорил, еще не отдал. Будет уничтожен Путин. Если до 20 января он будет уничтожен, то на 100 евро я поспорил. Поэтому, грубо говоря, я уже теряю надежду, и что до 20 будет уничтожен. Поэтому на 300 евро я уже проиграл, короче говоря. Но то, что закончится, я не говорил, хотя всегда надеялся на это. Слава Джахару, смерть Кадырову, позор чеченского народа, путло. Слава Джахару, смерть русской империи и всем ее марионеткам. Кадыров это марионетка, всего лишь Пушилин, распиаренный по телевизору, и все. Всего лишь Хинштейн, которого сейчас в Курскую область назначили, и все, ни больше, ни меньше. Там с чеченским шармом, с чеченским там наполнением и своей абсолютной безграмотностью отличается от других губернаторов, так называемых. Как-то так, друзья. Спасибо, Георгия, спасибо. Раб Аллаха теперь подписчик на видео автора. Ко мне каждый стрим заходит раб Аллаха и снова подписывает. Это разные люди? Или один и тот же человек отписывается, потом опять подписывается, раб Аллаха? Это разные, это один и тот же ник похожий, с большими буквами, как у тебя написано. И каждый раз, ну, может, не каждый день стрим провожу. Тот заходит, подписывается, потом снова подписывается. Цахиру, во. Может, Цахиру. Как к Грузии относишься? Как я могу относиться к своей братской Грузии? Грузия наш центральный союзник и центральный партнер на Кавказе. Именно так и отношусь. Большим уважением отношусь. Будем молиться, чтобы ты выиграл спор. Питер Вольф, я уже проиграл 200 евро, еще до 20-го, еще стольник у меня.
заряжен. Но я уже сомневаюсь, потому что что-то мне уже не нравится. Это все. Так, 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 эти. Сейчас тут это шавочки к нам зажаловали под видом грузин. Так, одна шавка, вторая шавка. За оскорбление вам, шавочки. Так, так, здоровье ти. Салам алейкум с Азербайджана, Баку. Алейкум ассалам, братский Азербайджан. Баку, приветствую. Да, Байсангуру пора идти спать. Какие-то странные вещи, Байсангур. Не нравится мне то, что ты тут говоришь. Бан тебе. Со своими вот этими новыми микрорайонами, там, обсуждай там ваши фантазии, да. Тебе здоровья за правду. Спасибо 6/7. И тебе. Ночи наши братья всегда. Спасибо, брат азербайджанец. Спасибо. Наши братья азербайджанцы. Это правда. И раз сейчас между нами пытаются вбить клин. И с попыткой сбития этого самолета, который потом разрушился и погибли люди. И сейчас пытаются, и, наверное, это не первый трюк, который они будут выкидывать. Поэтому нам и азербайджанцам, чеченцам нужно быть особо, отмечу, начеку. И мы должны очень внимательно ко всему относиться. Очень-очень. Мы все братья на Кавказе. Совершенно верно, Джорджия. Совершенно верно. Именно так. Евреи тоже были ваши братья. Все, кто живет у нас на Кавказе, мы все братья, мы все кавказская нация. Евреи, грузины, чеченцы, ингуши, дагестанцы, черкесы. Кого я не перечислил? Калмыки даже наши кавказцы, понимаете? Даже если они не кавказцы, я их хочу взять к себе кавказцев. Это наша кавказская нация. Причем евреи? В смысле, причем евреи? У нас евреи жили, и в Грозном жили, и в Дербенте жили, живут. И наши кавказские евреи самые лучшие евреи. Вообще, на минутку, да, чтобы знали. Да, согласна с вами, кроме абсуйцев для меня. А кто такие абсуйцы, Георгий? Так, ну я смотрю здесь, пытаются усиленно перевести разговор на что-то другое, да? Дезориентировка. Дезориентировка. Всех, кого я обидел в 2024 году, работайте над собой, чтобы мне вновь не пришлось повторить это в 2025 году. Так, на всякий случай напоминаю. Себя с Абхазами. А ты знаешь, Георгия,
что абхазы тоже наши кавказцы. И они вернутся в Грузию и нашу кавказскую семью, и когда оттуда уйдут русские оккупанты. Этот искусственно разожженный конфликт не принес никому пользы, кроме России. И Грузия потеряла, и Абхазия потеряла. Поэтому нам нужно мириться. Адыгейцы это черкесы. Это очень хорошие люди. Очень хорошие. Так, здравствуйте, в чем проблема? Кто кого не принимает? Все нормально? Так, Русик, сынок, передавай маме привет. Красавчик, если все были как ты, был бы мир на земле. Ну, миром, наверное, не было бы 6/7, но мы делаем многое для того, чтобы немножко были как мы, некоторые. Ну, по крайней мере, чеченцы, чтобы были немножко как мы. Так, это уже было. Зомби себя никогда не назовут себя зомби. Поэтому есть мы, и мы будем называть их зомби. Почему нет? Так. Абсуэт Абхаза. Правда, я следил за 2 войнами и восхищаюсь Джахан Дудай. Это Путло посмеялся над таким народом, как чеченцы. Его смерть будет страшна. Вы умный, хорошо информированный человек. Слава Украине. Героям слава, Андрей. Героям слава. Да, не просто они нас оккупировали, они реально унижают чеченский народ. Всячески, как только подвергать, даже установка вот Рамзана Кадырова, вот эту систему, как они установили, это же не Кадыров установил. Я жил в Москве и приезжал там, ну, раз в полгода, раз там 3 месяца, раз в полгода, по-разному, по обстоятельствам, летал в Ичкерию или ездил на машине. И, знаете, ну, я наблюдал со стороны, как бы, за процессом, который происходил с моим народом, в моей стране оккупированной. И когда появился Рамзан Кадыров, ну, его все ненавидели. Все, кто перешел на сторону русских, это был враг, ничтожество и так далее, и все остальное. И вот когда мы сидели в компании, обсуждали что-то, и когда заходила речь за Ахмада Кадырова, только появившегося, тогда еще его не убили, он еще был живой. Если кто-то говорил плохо что-то про этого Ахмада Кадырова, вот в компании, где-то, ну, фактически все друг друга знают, незнакомых там нет. Да, кто-то родственники, кто-то там соседи там и так далее. И у того человека возникали проблемы, к нему заскакивали на БТРе, там спецназ, там медсназ, там всякие убийцы, террористы, фашисты, оккупанты, забирали ФСБ, ментовку, избивали, пытали там и так далее. Только лишь за то, что ты сказал что-то на Кадырова. И тогда я уже понял, что ФСБ его... Это все же агентура ФСБ. У Кадырова же не может быть сразу везде свои люди, которые только назначили Кадырова, и он уже сразу вычисляет всех, кто на него там ругается. Это все система КГБ и ГРУ, которая подчиняется КГБ, ФСБ. Вот они вот взяли это на контроль. Вся система, установленная в Чечне, никак, ничем не сделана Кадыровыми. Это все сделано Россией. Полностью по указке действуется Россия. Действует в России. С начала Второй русско-чеченской войны или Пятой агрессии, или Второй широкомасштабной военной агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, как и в Первой, после Первой русско-чеченской или Четвертой агрессии, все было под контролем ФСБ. Того же самого Савастьянова, которого украинцы приглашают себе на канал. Все идет под контролем ФСБ. В начале вот этой русско-чеченской войны, вот второй широкомасштабной, последней,
был создан РОШ, региональный оперативный штаб, который управлялся ОШем, оперативным штабом, который возглавлял Патрушев непосредственно. Непосредственно на местах в Чеченской Республике возглавляет РОШ. Сейчас он как бы не так афишируется, но сейчас система, которая выстроена, она существует. Вот этот РОШ на местах возглавляла ФСБ Чеченской Республики. Во время оккупированной Чеченской Республики банда ФСБ возглавляет главарь. Сейчас Дмитрий Кечкин, по-моему, его фамилия, из Дагестана перевели. Они сейчас будут под религиозным соусом объединять Дагестан, Чечню, временно оккупированную Ичкерию и Ингушетию в исламское государство. Именно поэтому его перевели из Дагестана, потому что Дагестан будет главным рупором, главным управляющим вот этой всей системы. Оттуда будут главные проповедники с самыми большими бородами нам рассказывать, как нужно делать джихад, чтобы попасть как можно быстрее в рай. Почему они доживают до старости, я не понимаю. Почему сами они пораньше не перемещаются в рай. Так вот, всем управляет ФСБ. Вся система построена ФСБ. Вся система построена Россией и управляется ФСБ. РОШ, вот главарю банды у ФСБ, подчиняются военные, Рамзан Кадыров, Министерство внутренних дел Чеченской Республики Ичкерия, МЧС, ФСИН. И все органы, они подчиняются одной организации, учреждению КГБ СССР во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Нынешний главарь Кечкин, до него был Кочнев, очень близкий человек Путину. Его Кочнева, Игоря Кочнева, по-моему, Игорь его зовут, его брат Дмитрий Кочнев, да, если правильно произношу, надо сейчас посмотреть просто, является главарем ФСО, Федеральной службы охраны, то есть возглавляет охрану Путина непосредственно. И второй, вот этот Кочнев, его брат или сын, вот этот он возглавлял во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. До этого был Игорь Хвостиков, который массово убивал чеченцев и их паспорта со своими ГРУшниками, со своими агентами отправлял в Сирию с чеченскими паспортами, убитый, с их легендами, с их историями, отправлял своих людей в Сирию, в ИГИЛ под видом чеченцев. Этот факт тоже расследован уже, и уже есть факты установлены, доказывающие многое и многое по этому вопросу. Поэтому Рамзан Кадыров не может ничего построить. Максимум он у себя в деревне после 20 лет, то, что он был у власти, он мог бы где-нибудь у себя в деревне управлять этой деревней. Максимум. Он активный такой живчик. Был, по крайней мере, сейчас что-то он не очень, но был живчиком. Вот поэтому вот такая вот ситуация. Вот как все это делается. Кто кем управляет, чтобы вы понимали. Привет с Одессы. Здоровья вам. Всегда смотрю, а терпения вам хватит. Спасибо, Сергей Толочко. Спасибо большое. Взаимно. И вам. Правда, если так это было... Черкесы все в Турции. Нет, Андрей, не все. Черкесы у нас на Кавказе живут, черкесы в Турции, в Америке живут, и Иордании живут, в Израиле живут. Черкесы подверглись очень сильному, тотальному геноциду. И многие, конечно, да, разъехались. Но у нас на Кавказе, слава богу, наши братья-черкесы еще есть. И будут, и все возвращаться будут. Будут возвращаться на Кавказ. Вітання, Едмонд. Вітаю вас. Вітаю вас. Ассаламу алейкум, брат. Устал от всего, веришь? Почему люди стали такими плохими? Здесь сказано все им. Алейкум ассалам, юзер. К большому сожалению, мир очень жесток. Привет, брат из Украины. Привет, Украина. Привет, брат. Слава гордому народу Ичкерии. Героям слава, Эдмор. Героям слава.
Так, мы уже 1,5 часа. Ну, я смотрю, больше 100 человек мы так и не поднялись. Может, немножко чуть-чуть поднялись просмотры. Я так полагаю, канал по всем давится, и на территории России запрещается YouTube. Но ничего. Когда мы начинали, нас было 100 человек, подписчиков, и нас слушали, и слышали, и сейчас слышат. Поэтому завтра на чеченском языке будет стрим с сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым. Обсудим много интересных вещей. Заходите. И кто не знает чеченский, заходите, учите чеченский язык. Тоже будет интересно. Мы и русский язык используем. Так, смотря кто какие вопросы задает. А я, если кто-то задает на русском языке, он отвечает на русском. Кто-то задает на чеченском, отвечает на чеченском. Поэтому заходите завтра. Будем вам всем рады. На этом я свой стрим сегодняшний заканчиваю. Спасибо, Оксан, большое. Спасибо. Все будет ровно. Сколько чеченцам горя принесла Россия. Надеюсь, в Украине они завязнут. Они уже завязли, Андрей. И Украина победит. Украина станет мощной супердержавой в военном смысле и в экономическом смысле. На этом я свой стрим заканчиваю. Друзья, держитесь. Все намного лучше, чем планировали наши враги для нас. Так что все будет отлично. Я мешкаю в месте, где похоронен сам Унаев. Ясно. Всем погибшим, всем родственникам, всем погибшим рая, всем родственникам погибших, терпения, сил, всем пострадавшим, каждый день получающим ранения, переживающим эти страшные минуты обстрелов, особенно когда вы видите глаза детей, женщин, взрослых людей, когда боятся, это так невыносимо все наблюдать, это видеть. Держитесь, держитесь. Украинцы, вы лучшие, вам равных нет. Вы уже сделали то, что не в силах сделать многие народы и нации. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, God bless America. Аликюаль Маш, всего самого хорошего, друзья. Всего хорошего. До свидания. Эд, и тебе, Баркал, большой. Спасибо, Алекс, и тебе. Пока всем.